по поводу свободы вероисповедания. Вы помните в прошлом году ЧП, которое было в селе Тамчина и Сыкуле, да, когда был избит гражданин Кыргызстана, но у него вероисповедание было иное, да, христианин, было возбуждено уголовное дело. Это я к чему? Это я о том, что мы говорим о толерантности, о свободе вероисповедания. Чем закончилось это уголовное дело? На сегодняшний день по данному вопросу работы Министерства внутренних дел. Со своей стороны мы проводили Госкомиссию по делам религии, Гомсумо и МВД выездное совещание на местах, где проводили профилактические мероприятия и разъясняли толкование действующего законодательства, что дискриминация на основе вероисповедания... Как это восприняли местные жители? Было очень много вопросов, многие местные жители не хотели воспринимать. Говорят, я извиняюсь, что я вас перебила, да, а вы говорите разъяснительные работы. Кто их проводил? Представители ГКНБ только? Непосредственно я выезжал представитель Гомсумо. А чем наше духовенство занималось тогда? Как? Духовенство наше чем занималось? Почему они не привлекаются? Мы туда же привлекли духовенство, были, да? местный казиат тоже был. То есть они со своей стороны тоже проводили разъяснительную работу о том, что в исламе... снято? Риск их жизни существует? Риск их жизням до сих пор существует или нет? Риск жизни на сегодняшний день, здесь непосредственно безопасность, вопрос относится к Министерству внутренних дел. Но мы со своей стороны работу провели и привлекли. Айтпересиздерби, МВД? Жабыркагандар, мен билишимче, бир бала ата энеси, а бир бала менен бир атасы ушундай. Эльвира Жыргалбековна, коопсуздук камсыздалган, бирок коркунуч жок деп айтам. Анткени өз ара келишүүгө кылмыш ишин Эл арасында тынчып калышты, э? Эл арасында тынчып калды, бирок жана жабыркаган анан атасы ортосунда баягы келишим түзүлүп атат. Бир жыл өттү, азыркыга чейин мындай бир келишимге келе элек экен, э? Келдик, бирок коопсуздунда коркунуч жок да. Коркунуч жок. Жок бүгүнкү күндө. Мага ушул боюнча расмий түрдө кылмыш иши козголгондо ошол боюнча маалымат берип коесуздарбы? Экинчи суроо. Уголовное дело по тендеру по изготовлению биометрических паспортов чем закончилось? На какой стадии сейчас? Кто-то может сказать? Почему я это спрашиваю? Вы знаете, да, что официально Саудовская Аравия заявила о том, что в 2020 году на хадж не смогут поехать те, у кого нет биометрических паспортов. Вы об этом алдын-ала заранее подумали? Если в следующем году у нас массовый выезд людей, которые захотят совершить хадж, будет ограничен, потому что по биометрике мы не разрулили, будет очень большое негативное отношение именно к представителям МВД, АКС, кто занимался вот этими вопросами. Этот вопрос решен? Со стороны Госкомиссии такое предложение, требование от Саудовской Аравии поступало и в этом году, и в прошлом году. Были введены биометрические паспорта, и вопросов касательно выезда все нету, да? Не было, но касательно проведения это уже не наша компетенция. То есть бияктадына жооп бере турган өкмөттөн барбы? Маалымат жокпу? Күн тартибиндеги маселе боюнча даярданып келишти. Жок, ушул эмнеге айтып атам, бул эми мындай да. Дин маселесине келгенде деген, бул дагы баары бир бизден да сурашат да. Ошон үчүн сурап атам. Рахмат.